чтобы тебе срочно вызвали доктора, и когда он придет, чтобы соседи говорили, все, уже не надо. Richtiger Litvak. Акшн. Чтобы тебе попала стружка в ухо и соломинка в глаз, чтобы ты не знал, что раньше вытащить. Как язык идиш остался один в Европе? Это одиночество кто-то должен немножко разрушать. Чтобы ты умел так красиво говорить, чтобы только пьяные кошки умели тебя понять. Я еврей, значит, я и идиш. Всем привет! Я нахожусь в городе, который еще 100 лет назад считался центром еврейской культуры в Европе. Я в Вильнюсе, Иерушалаим де Лита. В этой части нашего фильма я постараюсь узнать, как выглядела здесь еврейская жизнь в довоенное время, как выглядела после войны и как выглядит сейчас. В рамках съемок наша команда прилетала в Литву несколько раз и в разные времена года. Мы путешествовали и общались с множеством местных жителей, которым не безразлична когда-то процветавшая здесь цивилизация, и которые посвятили себя ее сохранению и возрождению, порой вопреки обстоятельствам. Итак, мы начинаем. Мир Хэббинон. Если у гида цель рассказать про еврейский Вильнюс, то у него очень много вариантов это сделать. 200 тысяч общее население, из них 100 тысяч были евреи. И, соответственно, вся их культурная жизнь, инфраструктура, они были везде. Практически они были интегрированы, они были полностью перемешаны. Если идти вот по этим улицам, и не только по главной, и по боковым уличкам, то можно останавливаться около каждого второго здания. То есть между вот этим перекрестком, вот целый блок до следующей улицы, там было 5 или 6 еврейских школ. Дух идишизма здесь был настолько силен, что даже предводитель, основоположник политического сионизма, память о нем было бы логично написать на иврите. Но даже эта табличка написана на идиш. Виленская община довоенная, она может служить макетом еврейской общины, потому что в ней, наверное, было все, кроме еврейской полиции, еврейской армии. Я так понял, что мы сейчас находимся в сердце еврейского Вильнюса. Да, когда евреи уже пришли на территорию Литвы и поселились в Вильнюсе, то евреи развили тут район, который существует по сей день. Его сейчас все называют гетто, но в те времена этим словом не пользовались. Это был просто еврейский район. И вот эта улица, она называется улица Еврейская. Тут был еврейский квартал, он был на 100% еврейским. И вплоть до грустных событий 20 века. Мордехай, памятная доска Рафаэля Хвориса на литовском и на идиш, она современная, 2002 год. Это то, что выделяет этот город, отделяет, наверное, этот город от других, что здесь принято мемориальные доски, мемориальные надписи все на еврейских объектах писать на идише и на литовском. Литовский государственный язык. И идиш как язык евреев, то есть, который имел здесь огромную силу, огромное присутствие. Хотя Вильнюс город небольшой, здесь в довоенное время была сконцентрирована огромная творческая сила культуры и просвещения. Евреи в тот период составляли почти половину населения города, а их культурное влияние распространялось далеко за его пределы. По сути, евреи создали здесь структурированную автономную общину, которая пусть и не официально, но де-факто являлась буквально мини-еврейским государством. Это памятник знаменитому доктору Цемаху Шабаду. Он был известным очень врачом в Вильнюсе. Это прототип Айболита? Да, с него Корней Чуковский, который был с ним лично знаком, написал доктор Айболита. Добрый доктор Айболит, он по деревам сидит, приходи к нему лечиться, и корова, и волчица. Я знаю, что к нему приходили бедные дети из бедных семей, и он каждому ребенку наливал по кружке молока. Он закупал молоко, наливал по кружке молока. Кроме того, он был очень известным врачом. Общинная структура, она давала возможность некой автономной жизни.
И при ней, при этой общине было практически все. То есть и системы здравоохранения, и системы образования, и системы социального обеспечения, большое количество журналов, прессы, 4 театра, детские сады, пансионы вот там для летнего отдыха, страховые компании. То есть практически все. Община это была светской? Она была общая, то есть не было такого разделения, что красиво вот в той довоенной еврейской жизни, что были религиозные движения, были светские движения, были бундисты, то есть антирелигиозные, были коммунисты. Не было вот такого противостояния сильного между религиозным и светским сектором. Очень интересная улица, например, старое ее название называется Дегройси Погулянки, так называли ее евреи, Большая Погулянка. Вот этот вот кусочек, он буквально связан с одной из, можно сказать, важнейших страниц в истории литературы и культуры на идише. Вот здесь на последнем этаже жил Залман Рейзен, вот там мемориальная доска. Он был редактором газеты «Вильнер Тог», и он был создателем первого лексикона еврейских писателей, то есть некой энциклопедии такой литературной первой. И вот интересно, что вокруг вот этой газеты, это было ежедневное издание, создалась первая группа виленских еврейских литераторов, которая получила название «Юнг Вильна», «Молодая Вильна». Интересно, что такого не произошло больше ни в одном городе. То есть были литературные клубы, были литературные объединения, но вот именно группа литературная, модернистская, которая ассоциировалась с городом, такого не произошло больше нигде. На этой же улице, вот туда вот подальше, происходили их собрания. Они сформировались в 1927 году, причем туда входили и писатели, и поэты, и журналисты, и даже художники. То есть, скажем, из тех имен, кто входил в эту группу, самый выдающийся – это Авраам Суцкевер, который признан одним из величайших поэтов XX века. Шмерке Кочергинский, поэт, партизан, культурный нерв и мозг Виленского гетто, Эльханан Воглер, Лейзеран, Гиршке Глик. Те имена, которые стали основой современной культуры и литературы на идише. Идиш как язык создался из культурных языковых контактов. В мире этого языка, в мире этой литературы мы можем опознать ту действительность, которая близка Центрально-Восточной Европе. Я думаю, в последние 10 лет у нас интерес к литературным переводам идиш очень растет. Мордехай, мы сейчас куда подошли? Мы подошли к очень важному историческому месту. На этом месте был создан первый еврейский научно-исследовательский институт ИВО, улица Вивульская, 18. Но что интересно, что вроде бы небольшой город Вильнюс, и здесь была такая концентрация творческих сил еврейских, научных, что именно здесь в 1925 году был создан первый научный институт по исследованию языка, литературы, фольклора идиш и по собиранию всего, что было создано на идиш. Этот институт получил название ИВО, Идише Wissenschaftliche Organisation, еврейская научная организация, и создан он был вот здесь. Естественно, не это здание было, то есть было двухэтажное здание, которое было разрушено во время войны. Если не ошибаюсь, у этого института есть интересная история, связанная со своевременной иммиграцией отсюда. Получается так, что директор или создатель института доктор Макс Вайнрайх находился в Европе, когда война началась. Собственно говоря, у института было 4 отдела и несколько филиалов. То есть здесь в Вильнюсе находился основной. Начался этот институт с собирания фольклора. И здесь была собрана редчайшая библиотека. До войны очень мало сумели отсюда переправить. Во время войны часть была переправлена в Германию, во
Франкфурт. Там собирались организовать музей уничтоженной нации. Иезуитское средство нацисты придумали из крупнейших деятелей литературы, культуры. Здесь, в гетто вильнюсском, они создали так называемую папир-команду, то есть бумажную команду, которая должна была сортировать вот те материалы, книги, которые здесь остались. И среди вот тех, кто были в этой папир-команду, это был Авраам Суцкивер, великий поэт, один из величайших поэтов 20 века, Шмерке Кочергинский, поэт и герой партизанского движения еврейского. И они сумели вот в каких-то схронах, каких-то подвалах самые-самые такие вот редкие вещи, самые ценные вещи сохранить. И после войны вот Суцкивер приезжал сюда, они это достали. А доктор Вайнрайх, который перебрался в Нью-Йорк, сумел, в общем-то, доказать свое как бы право наследования вот этим институтом ИВО. И этот институт существует по сегодняшний день в Нью-Йорке. И вот практически вот это виленское ИВО правописание стало стандартным для идыша, и мы пользуемся им по сегодняшний день. В наши дни к слову «местечко» сложилось весьма пренебрежительное отношение. Быть местечковым означает быть отсталым, мелочным и даже примитивным. Но именно в них, в еврейских местечках, в условиях изоляции евреев от внешнего мира, формировалась самобытная еврейская культура, которая и по сей день имеет внушительные масштабы, даже в абсолютном значении. Почему мы остановились на трассе? Вот это вот название Авромишкес, еврейское имя двойное Авром Мойше. На литовском идыше оно звучит Авром Мейше или Мейшке. Авром Мейшкес – это вот то, что принадлежало Аврому Мойше. А что ему принадлежало? Скорее всего, корчма. Мы находимся в центре городка Штетла Жежмарей. Евреи называли его Жежмер. И мы в самом центре, прямо рядом с костелом. Можно сказать, что под сенью костела была построена эта синагога. Вы так очень органично говорите, что еврейский городок, понятно, что есть и костел. То есть это Да. сожительство абсолютно логичное. Потому что эта структура была такая в Литве, и в Беларуси, и в Польше. Это очень типичная картина. В центре городка костел или церковь. И в самом центре также находится еще что? Рынок. А кто вокруг рынка? Мы. Так случилось, что на протяжении столетий подавляющее большинство еврейского народа в Восточной Европе жило не в городах и не в селах, а именно в местечках. И что такое местечко? Это может быть совершенно населенный пункт любого размера. Это может быть от нескольких сотен жителей до нескольких десятков тысяч. Но это был совершенно отдельный институт социальной еврейской жизни, который давал возможность вариться в собственном соку. И вот это то, что увековечила культура идыш. Здесь евреи могли жить своей общиной, то есть здесь не было проблемы, где найти кошерную еду. Здесь не было проблемы, где еврейский парень познакомится с еврейской девушкой. Здесь не было проблемы, что я скажу в субботу на работе, если мне работать нельзя, или в праздник. Потому что в местечко все было закрыто в субботу. В местечке не было понятия «лоихпатли», меня это не интересует, меня это не касается. Все касалось всех. Каждое местечко имело огромную систему социальной взаимопомощи. То, что сегодня осталось только у ультраортодоксального населения. Хевре Мальбиш Аруми, благотворительное общество, которое собирало одежду для неимущих. Хевре Лехем Левьёйним, хлеб для неимущих, то есть которые вот продукты поставляли. Ахноса Скале, когда собирали приданое для бедных невест. Махзика и Шабес ставили халу и вино анонимно под двери бедных домов. То есть вот это то красивое, что было в местечке. И поэтому у нас выработался какой-то вот уровень коллективного самосознания. «Восвет мит клал Йисроэль, досвет мит рэб Йисроэль». Что будет со всей общиной, то будет со мной. И вот тут реновированная синагога. Да, она была построена деревянная, и вот это большая-большая редкость. Есть какая-то особенность у деревянных синагог, кроме строения? Да, что они горят. Я понял. И в этом большая проблема, поэтому они все сгорели. Здесь было все, что угодно. И склад, и мусор, и мастерские, и что тут только не было.
И вот в последнее время, значит, литовское правительство с разными еще плюс-фондами восстановили ее. Конечно, она немножко потеряла аутентичность, но внутри можно видеть, что это настоящая, типичная... Но она сейчас не действующая. Нет, здесь нет евреев с 1941 года. Закрытая образовательная система и автономные институты с одной стороны, и открытая для внешнего мира экономическая и творческая жизнь литовских евреев с другой стороны, на какое-то время казались идеальным балансом для процветания здесь еврейской общины. Но с приходом нацистов в 1941 году с дьявольской скоростью и эффективностью эта община была разрушена, расстреляна и сожжена в Вильнюсе, в Каунасе и в других городах и штетлах. Немцы оккупировали Литву очень быстро. Где-то 25-26 июня они уже здесь. И здесь есть 3 города – Кайшадорис, Жежмарий и Жасляй. И они собирают мужчин отдельно, женщин с детьми отдельно. И сюда они сгоняют в августе 1941 года. Они сгоняют сюда 2200 мужчин, и здесь это место расстрела мужчин. А женщины и дети были расстреляны примерно 500 метров отсюда. До этого еще. Одновременно это происходило, потому что главное, что немцы делали, в первую очередь, они отделяли мужчин от женщин и детей, и тогда было уже гораздо проще с этим делом справляться. Мужчины якобы посылались на работы. Действительно, сюда присылали сначала молодых, здоровых мужчин, которые выкапывали ямы, тут же их расстреливали, и потом привозили всех остальных сюда. И вот это место, это одно из более 200 мест расстрела, уничтожения евреев в Литве. По разным данным, во время Второй мировой войны на территории Литвы было уничтожено более 90% еврейского населения. Панары – одно из основных мест массовых расстрелов. Расположено примерно в 10 километрах от Вильнюса, и начиная с лета 1941 года по июль 1944 в Панарах было уничтожено от 70 до 100 тысяч человек, большинство из них – евреи. Da auf dem Ort oben die Nazi-Rotschim unserer Mithelfer, dem 28. August 1941, grausam verpeinigt und halblebendige begroben 2200 jüdische Männer von Joslę, Żeżmir und Kaszadar. Литература о Холокосте есть, наверное, на всех европейских, по крайней мере, языках. Но на идыше есть литература не о Холокосте, а изнутри. На этом языке создавалось великое творчество, которое, к сожалению, сегодня почти забыто. Людей, которые были там. И муки, страх, смерть, голод, вот все ужасы, которые сопровождали Холокост, они находили свое выражение в творчестве. Стихи, песни во время Холокоста, они творились не только профессиональными поэтами, писателями, людьми из народа, которые никогда не творили до того. Если они остались живых, то они не писали и после того. Но там вот эти муки, они находили выход в творчестве. Трудно поверить, но здесь, в Вильнюсском гетто, среди голода и смерти, функционировал еврейский театр, оркестр, библиотека, художественная студия и подпольная школа. Проходили лекции и культурные вечера, то есть, несмотря ни на что, люди находили в себе силу на творчество и образование. А может и наоборот, черпали из этого надежду на жизнь. То, что произошло в Вильнюсском гетто, то это невозможно сравнить ни с чем другим. Дух еврейской культуры, просвещенчества, жажды к еврейскому слову, он был здесь настолько велик, что здесь в гетто существовала разветвленная культурная деятельность. В 1942-1943 году в гетто действовал театр, который поставил более 60 постановок. В этом театре впервые были исполнены самые известные песни Холокоста, если можно так сказать. Песня Суцкевера «Unter deine weiße Stern», «Под твоими белыми звездами», романс «Фрилинг», «Весна», который Шмерке Кочергинский посвятил своей погибшей жене Барбаре. Шмерке Кочергинский написал для конкурса песни гетто, который проходил в июле 1943 года, то есть буквально за 2 месяца до уничтожения гетто, написал песню, которая стала, в общем-то, символом Вильнюсского гетто «Понар».
песню «Панар». А музыку создал тогда 11-летний мальчик Александр Волковиский, Алек Волковиский, который впоследствии был известен в Израиле как профессор Александр Тамир. Stiller, stiller, lass mir schweigen, Quoren wachsen da. So haben sie verpflanzt die Sonnen, grinnen sie zum Blau. Я написал эту музыку. И один из участников клуба, в котором мы собирались, Шмерке Кочергинский, перевел слова моего отца на идиш, добавил несколько куплетов. Слова настолько ужасающие, что они превратили этот рассказ в концентрированную историю. Они еще это написали от лица мальчика, который оплакивает своего отца, и это стало шлягером Холокоста. То есть то, что происходило здесь в гетто, это иногда не поддается никакому воображению. С одной стороны, голод, болезни, убийства, муки, панары, акции, а с другой стороны, культурные вечера. В гетто действует театр, в гетто действует оркестр, проводятся олимпиады, в гетто действует библиотека на 100 тысяч томов. То есть что-то невообразимое. Мы знаем, что ваша мама была в Каунасском гетто. И от нее вы унаследовали несколько песен Каунасского гетто. Расскажите, пожалуйста, об этом. У ворот гетто горит огонек, и страх велик. Приходят евреи из бригад. С каждого льется пот. Идти мне дальше или стоять здесь? Не знаю, что и как. Комендант в зеленой шинели, он ведь всех забирает. Несмотря на то, что практически все еврейское население в этих краях было уничтожено во время Холокоста, сразу после войны евреи вновь начали заселять советскую Литву, возрождая здесь еврейскую жизнь. Правда, это были уже другие евреи и другая жизнь. Вильнюс – современный, быстро растущий город. Нам здесь жить, работать и созидать. Юрик, расскажите, пожалуйста, о жизни еврейской общины литовской во времена советской власти. Ну, прежде всего надо сказать, что во времена советской власти мы не назывались общиной. Просто были евреи, но общины, к сожалению, не было. Единственное, так сказать, что было разрешено, это синагога была, она действовала, но приходило туда, конечно, мало народу. Ну, правда, раз в год мы обязательно приходили. За мацой на Песах. И всегда была маца, и до сих пор есть оборудование, стоит на женском отделении. А так вся еврейская жизнь, идишкайт, что называется, да, была дома. И помню, черные «Волги», КГБ, стоящие и смотрящие в лицо нам, и фотографирующие нагло в лицо еврейских националистов. Душа разбивалась прямо на части смотреть на последних идиш-писателей, которые еще были в Вильнюсе, и их понемногу уже утихающие машинки с букварем на идиш. Но правда, в Литве было исключение. Здесь разрешили народный театр еврейский и на идиш. Липелы! Готами дер липелы! А Господи, какой нидерландиш музыка! Ich weiß nicht, Moment! Ой, Gott mein нет! И ансамбль, как тогда называли, ансамбль песни и пляски, который назывался «Мирзайнен до», или «Анахну кан», потом они уехали в Израиль. И, в общем-то, в основном еврейская жизнь исчерпывалась, такая публичная, исчерпывалась этим. Помню, как моя бабушка получала письма за границей. Она их перекладывала в другой конверт, чтобы это было не из-за границы, а из Литвы.
и посылала своему двоюродному брату в Москве, а переписывались все в идиш. В 1948 году антисоветский элемент, Израиль – это Америка, вы сионисты, и указ о закрытии еврейского музея, еврейских школ, всего еврейского образования на языке идиш. Последний удар для идиш-культуры. В 1917 году в хранилище рукописей библиотеки была обнаружена огромная, я не назову это коллекция, потому что это разрозненные документы, но очень большое количество еврейских документов, естественно, преобладающий идиш. Изучать это, представлять себе эту общину по этим документам, это занятие практически бесконечно. Вы знаете, идиш, по-моему, это ключ к еврейскому культурному наследию Литвы. Это вход в мир, который был очень богат. Это мир, который был разрушен, которого уже нет, но он все-таки дальше действует. И в советские времена вместо этого мира была тишина, и нам чего-то не хватало. Но идиш никуда не делся. В нашей семье все старое поколение всегда говорили о идиш. А дети, ну, это я, дети, но те, которые старше, которые, допустим, 48-го, 47-го года рождения, они сегодня говорят на прекрасном идиш. Те, которые помоложе, уже говорят овцеброхном идиш, а еще помоложе, они уже вообще некоторые не понимают. Я думаю, что даже мои дети понимают идиш. В последние годы интерес к еврейской культуре в Литве растет, и что очень радует, в последнее время этот интерес делается более специфическим. Это уже не просто интерес ко всему еврейскому, представлению о том, что здесь жили когда-то евреи, а это интерес именно к еврейской литературе, к еврейским деятелям культуры, конкретным имена которых уже стали изучать в Литве, и к их творчеству. Мой родной язык идиш, и не просто это родной язык, у нас дома дедушка, бабушка, вешолом. Для них это был способ сохранить еврейство. То есть быть евреем у нас дома, это значит в первую очередь говорить на идиш. И насколько сохранилась эта традиция? Я решил не быть последним, кто дома говорил на идиш. Я ответственность за передачу другим поколениям возлагаю на своих двух дочек. Мои дочки и дальше говорят на идиш. Сколько им сейчас лет? Дочке Наоми было бат-мицва 12, а маленькой будет скоро 10. И в последнее время я заметил, что я с ними говорю на идиш, а они отвечать начинают на литовском. Но я очень строго этому противлюсь, потому что я знаю, что у других поколений, у поколения моих родителей была такая ситуация, что они тоже начинали отвечать на другом языке, и это было начало пропажи идиша. Поэтому я говорю не только с ними говорю на идиш, но прошу их, чтобы они отвечали на идиш, чтобы язык не пропал. Признаю, что оказавшись в такой интересной компании, даже сам пожалел, что в детстве не выучил идиш. Nein, Vilna, ich bin der erste Vilna in Mishpoche. Die Mishpoche ist eine litwische Mishpoche von Punjab. Это невозможно представить уровня, до чего людей оставили одних. И как язык идиш остался один в Европе. Это одиночество кто-то должен немножко разрушать, но мы должны каким-то образом рассказывать и пытаться рассказать даже на языке тех людей, о которых мы рассказываем. После восстановления независимости Литвы в еврейской общине Вильнюса было большое количество людей, для которых идиш – родной язык. Благодаря им община продолжала существовать на языке мамы Лошин. Шимон Альпирович – долголетний председатель литовской еврейской общины. Именно во времена его председательства настал расцвет еврейской культурной и социальной жизни общины. Создавались еврейские организации, устанавливались памятные таблички и мемориалы. Проходили различные мероприятия, в том числе и международные. По его инициативе идиш был объявлен одним из официальных языков общины. Вся переписка и документация велась на идиш. Фира Брамсон – основатель отдела иудайки в Национальной библиотеке. Да-да, тот самый отдел, которым сейчас заведует доктор Лара Лемперт. Довид Кац – известный профессор лингвистики, стараниями которого в Вильнюсском университете был организован институт идиша, который проводил летние школы в течение 20 лет. Милан Херсонский, благодаря упорству которого еврейское слово впервые в истории Литвы прозвучало с голубых экранов. ГосТВ показало карнавальное представление «Скоморохи из Брода» в его постановке.
А с 1989 года он работал в редакции газеты «Литовский Иерусалим», которая выходила на 4 языках, в том числе и на идиш, с подписчиками во всем мире, освещавшая жизнь евреев в Литве и публиковавшая множество статей о борьбе с антисемитизмом и искажением истории Холокоста в Литве. Я еврей, значит, я и идиш. Это для меня это не прошлое. Для меня это настоящее. И мы просто должны чуть-чуть положить усилия. Как это пропадет идиш, так пропадут и наши песни. Пропадет наш фломенцимес, пропадет все наше. Что это такое? Так это идиш это как Тора. Каждый приезд в Вильнюс во время съемочного процесса открывал все новые грани и наталкивал на новые параллели. Этот город казался уже не только литовским Иерусалимом, но и Веной еврейской культуры, Меккой идишской литературы, Массадой еврейского духа и Атлантидой литовского еврейства, следы которой по сей день напоминают о былом богатстве. У Авраама Карпиновича есть 2 рассказа. Первый называется «Фольклорист», а второй называется «Хана Мерке фундефиш», «Хана Мерке торговка рыбой». Одно из действий этих 2 рассказов происходило вот здесь, в этом сквере, на Трокской улице. Он был сотрудником института ИВО, собирателем фольклора, очень интеллигентным человеком, полностью преданным своей работе. И он даже решил остаться холостым, то есть не жениться, полностью посвятить себя науке. Он был инвалидом, у него одна нога была короче. В разделе «Проклятие и благословение» ему посоветовали: доктор Рубинштейн, сходите на рыбный рынок. Там есть торговка, ее зовут Хана Мерке. У нее некий такой негласный титул «Лучшая проклинальщица во всем Вильно». И вот он пошел на рыбный рынок и начал записывать перлы, которые выходили из ее рта. И так он стал приходить туда каждый день, пока она в него влюбилась. А у него даже, что называется, мысль в эту сторону не работала. И вот она его пригласила в этот сквер. И здесь было холодно, наверное, так же, как сегодня. И она ему сказала, говорит: доктор Рубинштейн, зачем нам здесь сидеть и мерзнуть? Пойдемте ко мне вот домой, вот туда, на улицу Яткеве. Я вас накормлю фаршированной рыбой, которую вы у вашей мамы даже не ели. Дам вам кусочек кугла картофельного, вы оближете все пальчики, а потом я вас хорошо попроклинаю. И она настолько ему не давала прохода, что он вынужден был взять рюкзак и поехать собирать проклятие в Бялистоке. И вот она буквально, когда он уехал, она буквально сохла по нему и сделала великое дело. Она села и записала проклятие, которое не успела ему сказать. В институте ИВО ей организовали вечер художественного чтения. Она читала проклятие, все катались по полу. Об этом написали в газете. И через некоторое время, когда он прочел, он вернулся. И они поженились. Парочка перлов, которые я помню из ее списка. Чтобы тебе срочно вызвали доктора. И когда он придет, чтобы соседи говорили: все, уже не надо. Чтобы тебе попала стружка в ухо и соломинка в глаз, чтобы ты не знал, что раньше вытащить. Чтобы ты умел так красиво говорить, чтобы только пьяные кошки умели тебя понять.